Земля родная, страна моя, войну ты помнишь, и помню я. Своих героев нам не забыть, до них равняться, и дальше жить. Раз, два, три, снимаем. Увидите, какой. Братья и сестры, приветствую всех вас в этот день. День особый, и как я хотел бы заметить, что то, что вы сделали, Олег Леонидович, вместе со своими поспешниками и с людьми, которые неравнодушны, это очень большое и доброе дело. Потому что когда мы совершаем заупокойную службу, когда мы слышим молитвы о упокоении, то одна из первых молитв, одна из самых главных, это вечная память. Мы слышим такие слова, как «память их в род и род». То есть из уста в уста мы должны хранить память о тех, кого нет рядом с нами телесно, но те, которые пребывают с нами и мысленно, и невидимым образом. И вот сегодня, совершая освящение Христа, сегодня совершая панихиду о упокоении тех наших сродников, тех наших предшественников, тех, кто стоял у истоков нашего Якутска. Давайте все вместе с вами помолимся. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Же все святые Твои упокоиваются, упокой души раб Твоих, яко измените человеколюб, пока без семени родшая, молись спастися душам их. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тися, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божьих, всех зде погребенных, и оеже простите им всякому прегрешению, вольному же и невольному. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Подашь, Господи, всем зде упокоиваемым, имена их веси сами, и сотворим вечную память. Вечную память. Благословляется и освящается знамение сие крестное, окроплением воды сия священная, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается знамение сия крестное, окроплением воды сия священная, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Спаси, Господи, люди Твою, и благослови достояние Твое. Я вам желаю помощи Божией. Еще раз слова благодарности всем, кто потрудился в этом благом деле.
Этот момент я особо хочу отметить, потому что Олег Леонидович в течение последних много лет очень много раз ставил вопрос сохранения этого места. Я свидетель, как он настырно, местами агрессивно на нас выходил. Я вас искренне поздравляю. Спасибо. И очень здорово, что такое место сохранено. Я знаю, что, насколько это было сложно, насколько с непониманием не только со стороны руководителей, возможно, даже с моей стороны он встречал, но и соседей, как он признавался, что даже соседи некоторые были, с вопросами подходили. На самом деле, Олег – это тот маленький дятел, который встречал долго. Но вот на самом деле результат очень хороший. И на самом деле побольше бы таких людей в нашем городе, которые вот именно не просто говорят, а говорят и делают. Вот наш девиз, так сказать, по охране памятников, да, городское отделение. Мы как можем это тоже сохраняем, поэтому надо не только говорить, но и что-то делать. И не надо говорить, что я не могу, что это я никто и так далее. Нет, мы каждый из нас человек, гражданин, горожанин. И поверьте мне, вот при желании мы можем многое. Объединившись таких людей, как Олег, вокруг него собрались, я думаю, что мы можем сделать гораздо больше. Здесь собрались. Действительно большое дело сделал Олег Леонидович. И при поддержке управы, и окружной администрации, и все-таки народный бюджет – хороший способ для того, чтобы реализовывать важные социально значимые проекты. Да, от имени Евгения Васильевича всех поздравляю с этим большим событием. Он передает всем большое спасибо. И лично тебе, Олег, большое спасибо от него. Также довелось принять участие здесь какое-то, да. И хотел бы вам пожелать, чтобы вашу светлую голову посещали такие же грандиозные проекты, и вы могли своим напором их реализовать. Спасибо большое. Хотели бы поздравить этим знаменательным днем. Такое святое место. Ну, действительно святое место это открылось. 21 июня же, да, началась эта постройка. Я же помню этот день. День Святого Духа же как раз. Святое. Ну, поздравляю вас всех. Это второе кладбище в устье реки Хатынурях. Оно, вот, по счастью, хотя бы частично, оно сохранилось и позволяет нам сейчас, позволило нам сейчас создать вот такой мемориальный объект. Сейчас мы начнем передавать исторический экспонат семьи Новгородовых представителю, директору исторического парка «Россия. Моя история» Дмитрию Ивановичу Соловьеву исторический экспонат. Сейчас его к вам принесут. А, Степан, расскажи, пожалуйста, что это, откуда и с чьего это? Ну, кто не знает, это колесо от телеги. Оно, ну так, короче, от моего деда осталось. Оно так стояло, ну и в результате сюда попало. Сколько ему лет, я не знаю. Старше меня, по-моему. Начинается торжественная передача колеса. Исторический парк не только это как бы, это еще и музейный комплекс, на самом деле музей, и у него свои фонды есть. Вот этот плуг тоже семьи Новгородовых, он действительно настоящий, на нем пахали. А и Жернов, это у нас семья Сергеевых, я хотел бы пригласить... Ну и лошадью все вот это плугом косили. Ну, вот сегодня теплые слова сказали, но вот честно, положа руку на сердце, я видел, как все это дело начиналось. Сколько документов сначала. Война была с документами, с бумагами, а потом уже практически. Я не знал, что здесь знаменитая семья Лукиных еще покоится, знаменитая семья Рыбников. Всем доброй памяти. Если мы историю знать не будем, мы будущее знать не будем. Поэтому я так думаю, однако. Это память народа, память наших предков. Здесь лежат наши родные. Это вот Лукина Екатерина Николаевна, моя бабушка. Вместе с ней родились еще вот Макар Михайлович. Мы вот двоюродные, троюродные вот сюда пришли, да? Какое-то великое дело вы сделали для поколений, для того, чтобы вот все это сохранилось. Это просто замечательно, что
Здесь мы можем прийти, помянуть, вспомнить, рассказать детям, по крайней мере, откуда их корни, откуда они выросли. Вот сейчас вот мы специально привели, вот они сами захотели, вот 6-е поколение, чтобы они все это знали, чтобы они помнили. Потому что без памяти, тем более, а сейчас такая ситуация, вот, победа будет за нами, потому что у нас память великая. Мы все помним. Надо чтить память обязательно, конечно же, ну и передавать ее будущему поколению. Вот. Но для этого для них должны мы что-то создавать. И Олег Леонидович, конечно, большой сделал вклад, я считаю, и то, что такой сквер появится у города, это замечательно.